Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Почти 80 миллионов рублей похитили дистанционные мошенники у жителей нашей республики только за последний месяц. К сожалению, растут и суммы, и количество обманутых. Почему граждане продолжают вестись на уловки мошенников? В каких случаях нужно сразу включать бдительность? И как помочь тем, кто попался на удочку? Об этом сегодня поговорим в студии с гостями. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что ж, давайте начнем с того вообще, сколько, ну вот я сказала, что растет, да, как именно растет эта статистика, сколько зарегистрировано случаев обмана, как растут эти показатели, суммы. 732 преступления было зарегистрировано по итогам 5 месяцев, и наши жители потеряли порядка 106,5 миллионов рублей. А если вот в сравнении с прошлым годом или с кварталом предыдущим? Рост идет на 16. Если вот брать именно 5 месяцев 2022 года и сравнить с 5 месяцами вот нынешнего года, то рост наблюдается на 16%. И давайте вернемся как бы на несколько лет раньше. Да? Если за весь 2019 год у нас было зарегистрировано меньше 1000 таких преступлений, теперь вот сами видите цифры какие. Полугодие только закончилось, и уже цифры как бы уже приближаются к годовым данным 2019 года. Но я так понимаю, что растут и количество случаев, и, соответственно, сумма тоже растет. А какие виды вообще мошенничества у нас распространены, вот такого дистанционного? Но если по схемам смотреть, да, у нас есть такие наиболее распространенные схемы мошенничества. К нашим жителям звонят и представляются банковскими сотрудниками, сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками ряда там государственных структур. Есть еще схема такая по инвестициям, лжеинвестициям. Есть еще схемы такие, которые работают по объявлениям, когда вот человек сам или хочет что-то приобрести через сети интернет. Это обычно вот эти сайты объявлений, Авито, Юла, Дром, или же, допустим, что-то продает. И фишинговые сайты. Ну, в основном, конечно, это телефонные мошенники, да, это вот если смотреть по видам. И кибермошенничество – это то, что происходит у нас онлайн, в сети интернет. И, ну, как разновидность, еще и финансовые пирамиды тоже достаточно распространенные инструменты, очень опасные на самом деле. То есть, а если это все считается все равно киберпреступление или нет? Или кибер только… Да, здесь, смотря в какой среде происходит мошенничество. Нет, но если по телефону говорили, а деньги перевели через… мошенничество. Ну, да, это телефонные мошенники, они с помощью социальной инженерии, в общем, психологических каких-то приемчиков, просто-напросто выманили у человека деньги, убедили его, чтобы он произвел какие-то действия самостоятельно. Чаще всего говорят, что там с вашего телефона переводятся деньги там, на Украину, да, когда представляются правоохранительные. С вашей карты это вообще вот все различные схемы, которые относятся к дистанционному мошенничеству. Что они обычно говорят? Ну, могут быть разные, как говорится. Уловки-то разные они. Есть очень распространенная схема, допустим, да, звонят и говорят, что ваш родственник, там близкий человек попал в какую-то неприятную ситуацию. Возбуждается уголовное дело. К моей знакомой вот так вот звонили, у нее ребенок учится в Москве, к ней звонили и говорили, что переходила девочка в неположенном месте дорогу, и из-за этого произошло очень крупное дорожно-транспортное происшествие. Но тут совет может быть один, да, просто не разговаривать или перезвонить. Да, лучше не разговаривать, и если поступил какой-либо звонок, то лучше самим уже набрать номер телефона той структуры, с которой якобы звонили. У нас тут представители вот банков есть. Правда, что звонят там с номера 900, например? Ну нет, абсолютно точно. То есть сейчас Сбер закрыл эту возможность звонить с номера 900. Это тема уже абсолютно закрытая. Ну вот что делать? Да? Что делать? Вот первое, вот задача не допустить, чтобы вам звонили. Не допустить, чтобы вам звонили мошенники.
В банках, в Сбербанке есть, вот в нашем приложении Сбербанк онлайн, проверка входящих звонков. Вот вы ставите там флажочек, там есть инструкция, и с вероятностью 99,6% телефон мошенника будет определен, и вам будет прямо во время звонка высвечено это объявление. Вот я подключил, вот мне звонят, я смотрю, что это не мошенники, но видно, что на этот номер есть жалобы. Разговариваю. Да, я понимаю, что это, ну, то есть предлагают, там, не знаю, условно говоря, работу или просто там по страховкам обзванивают. Ну, как бы да. Но с другой стороны, вот человек, когда видит эту надпись, то он уже предупрежден. Угу. А как Мининновации вот работает в этом направлении? Добрый вечер еще раз. Мининновации еще с 2019 года запустила цикл мероприятий, который называется «Профилактика киберпреступлений». Согласно этому циклу мероприятий мы каждый год проводим различные мероприятия, в том числе круглые столы с приглашением экспертов. С многими здесь мы уже не первый раз встречаемся на круглых столах. Вот, подобных. Ну, то есть это прежде всего профилактика, да, профилактика, да, и, в частности, то, что мы сейчас делаем, это тоже вот... Да, это тоже профилактика. Проводим, записываем ролики, не только по киберпреступлениям, но вообще по очень многим видам преступлений, как, скажем так, социальная реклама, маленькие короткометражные ролики, и тоже их прокручиваем. Ну, в таком вот разе. У нас есть собственный сайт, информационный ресурс, где все стараемся выкладывать все самые последние новости в области информационной безопасности для населения. Понятно. А вот как проверить фейк, сайт двойник или в целом? Вот. Ну тут, наверное, только, как все-таки человек в информационной системе, который работает, скажу, что нужно все-таки тут внимательность. Прежде всего внимательность, потому что официальные сайты, у них нет там различных черточек, всяких там, грубо говоря, там полосочек лишних там, да, конечно. документов. На самом деле все может быть даже проще. Там действительно черточки, там просто есть же специальные структуры, которые определяют. Ну, я, извините, да, что два раза уже это повторяю. Вот в Сбербанк онлайне вот там прямо есть такая штучка «Проверить сайт». Копируйте туда, вставляйте, вам выдается результат. Действительно, все вот эти там технические вещи, их сложно запомнить простому человеку, поэтому есть уже удобные сервисы. Да, вот насчет сервиса можно сказать, что, допустим, я использую себя для личного пользования антивирус Касперского, да, или любой другой антивирус можно использовать. У них уже есть все, уже все это у них настроено, вот этот сервис. То есть, если ты заходишь на мошеннический сайт, сразу антивирус его блокирует и антивирусов, в принципе, достаточно. Он сам автоматически уже определяет, что это не нелегитимный, скажем так, сайт. То есть просто нужно пользоваться антивирусом. Можно еще добавить? Да, конечно. Да, конечно. Со стороны, допустим, со стороны населения, да, почему все-таки население не разделяет дистанционных мошенников и кибермошенников? Вот здесь есть такое понятие, что люди больше, доверяют все-таки, да, это вот такое некое доверие, когда ему звонит сотрудник банка, и человек доверяется ему и начинает говорить о своих персональных данных, называть свои данные банковских карт. Это говорит о том, что все-таки недостаточно человек знает, как защитить себя именно от таких действий. И ведь дистанционным мошенникам достаточно знать только либо код, который пришел из СМС, чтобы установить тоже мобильное приложение, допустим, на свой телефон, уже на мошеннический телефон, для того, чтобы снять дистанционно деньги человека, которому он звонит. Вот. И когда мы говорим об этом населению, да, на своих мероприятиях, которые мы проводим по финансовой грамотности, вот тогда только они начинают быть уверенными в том, что когда они не говорят эти данные, тогда они себя защищают. Вот. Вот я знаю, что часто представляются сотрудниками Сбербанка, потому что это самый большой популярный банк в стране. Да, были ли случаи, когда с сотрудниками Алмаз-Регионбанка представлялись? Да, в последнее время сейчас участились моменты такие, когда звонят мошенники, представляются Алмаз-Регионбанком, еще пользуются сим-картами Дальнего Востока. То есть мы не берем с других регионов, да, а тут мы звонит... видим, что наш регион Дальнего Востока... Наш регион тоже, и наш банк местный. Да, представляются, и, к сожалению, такие случаи участились. Но если же у вас все-таки возникли
какие-то вопросы, или вы заподозрили, что это мошенник звонит, ложите трубку. Перезванивайте на официальную горячую линию банка и уточняйтесь, правда ли позвонил вам сотрудник банка. Ну вот, знаете, бывает, уже все слышали, что рекомендуют не брать с незнакомых номеров, и самое главное, что как заклинание везде не говорите никому пароли там и так далее. Но я так понимаю, что если ты уже вступил в разговор, они какие-то там психологические приемы применяют. Вот расскажите. Да, очень простые приемы. Начнем с того, на кого вообще направлены вот эти все, кто подвержен этому, скажем так. А подвержен этому абсолютно каждый человек. Потому что для того, чтобы попасться на эту удочку, нужно просто быть в определенном психологическом состоянии. Например, если ты в стрессе, если ты устал, если у тебя какая-то ситуация. Я практически сама чуть не попалась на эту историю, потому что мне нужно было перевозить достаточно крупную сумму денег на крупную покупку в другой город. И вот они мне позвонили очень вовремя. И вот под этим страхом, что эти деньги можешь потерять, слава богу, вовремя все это остановилось, ничего серьезного не произошло. Но когда ты находишься в таком состоянии, ты знаете, как вот не в обиду будет сказано про цыганский гипноз. Это же вытаскивается очень просто, потому что человек идет в своих мыслях, там, в чем-то. А когда человек идет в своих мыслях, это по сути, это такое уже психологическое состояние, по которому ты уже подвержен каким-то вещам. И вот звонят человеку. С точки зрения психологии еще самые грамотные мошенники, уж простите за такую терминологию, они еще и по голосу подстраиваются, и под интонацию подстраиваются, да и под тон. И все это замечательно. А так бьют вообще в самые важные наши слабости. В страх и в халяву. На самом деле, да, вот эту жажду наживы, как-то вот жадность, да, то есть вот есть возможность, да, особенно же очень часто, почему с пенсионерами срабатывает вся эта история про то, что государство нам не дает деньги, ну, потому что, ну, вот, они еще и жили совершенно в другом государстве когда-то. Ну и плюс ко всему, естественно, в наши страхи. Страх за здоровье, страх за потерю финансов. Вот, пожалуйста. Так же, как пенсионерам, когда звонят, называются сотрудником банка, называют полностью ФИО, Да? соответственно, человека он уже немножко начинает доверять, объясняет о том, что была произведена какая-то покупка, допустим, вашим родственникам или знакомым, и называют фамилию вашего родственника. И все, буквально клиент начинает уже верить и говорит, что а как отменить эту покупку? Ну, продиктуйте А где код они берут SMS. вот эти вот данные и телефон? Цифровой след. Я полагаю, что они покупают целые базы данных. Это цифровые колл-центр. следы, которые оставляют пользователи в тех же мессенджерах. Когда, например, мы находимся в какой-то группе, вы, наверное, замечали, что приходит некое сообщение от номера, и потом этот номер сразу из группы выходит. Вот такие спам-рассылки. И когда человек переходит по такой ссылке, и тогда он оставляет свой цифровой след, свой IP-адрес. По IP-адресу, если это мобильный телефон, можно вычислить номер телефона. Давайте про и это так после далее. рекламы продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайв». Мы продолжаем обсуждать дистанционное мошенничество. И перед тем, как уйти на перерыв, мы разговаривали про цифровой след. Да. Цифровой след – это то, что мы оставляем в сети интернет. Мы оставляем в мессенджерах, в группах, в которых мы состоим. Да, та информация, которую мы даем даже в комментариях, в социальных сетях. Оставляя комментарии, мы можем привлечь внимание финансовых мошенников, кибермошенников, дистанционных мошенников. И самое главное, чтобы предостеречь себя от такого, когда вот здесь назывались уже такие сайты самые опасные, да, это вот сервисы по объявлениям, да, бесплатным объявлениям, бесплатные доски, социальные сети и так далее. Не оставлять свои данные номеров телефонов, электронных почт, полного фамилии, имени, отчества. То есть вообще нельзя оставлять эти данные там. И когда ведется переписка, тоже стараться не говорить свое полное имя, отчество или по имени, отчеству, чтобы к вам обращались, чтобы не дать мошеннику какую-то зацепку, да, чтобы он использовал это против вас. Кроме того, когда вы размещаете какое-либо объявление, купите новую сим-карту, которая не привязан мобильный банк, чтобы не подвергать опасности свою основную сим-карту, на которой привязан именно мобильный банк. В мобильном банке еще находится ваша зарплатная карта, которая может быть, может пострадать, да, от действий дистанционных мошенников. Вот именно такие предупредительные меры, они помогут защитить себя. То есть Рита совершенно права.
Вот, я просто еще добавлю. Понятно, что первый непреложный закон сразу. Это вот обязательное требование, условия, вернее, для того, чтобы не пострадать от мошенников, это в любом случае не давать никаких данных, однозначно. Никаких пин-кодов, ничего. А можно еще, вот если рассматривать кредитные карты, которые привязаны к нашему, да, вот, можно вот как симкой, как Рита предлагала и говорила, да, есть примеры того, что граждане заводят просто карты для оплаты каких-то товаров, услуг, покупок через интернет. Они загружают туда определенную сумму, которая не критична для них. Вот, и таким образом они, скажем так, ограждают себя от возможных потерь, больших потерь. То есть основная карта в интернете не светится. То есть это тоже опыт. Ну и вообще мы данные на самом деле это оставляем везде свои. Это касается не только цифрового, допустим, следа, да. В тех же магазинах, когда мы оформляем дисконтную карту, мы оставляем свои данные. В школах у нас постоянно собирают наши персональные данные, в поликлиниках. На самом деле этих баз данных очень много. Вот смотрите, тут еще вот дело в чем. Допустим, у кого-то, как у меня, если профессия связана, ну вот я журналист, да, естественно, я не меняю номер телефона много лет, его все знают, потому что, ну, мне это нужно просто для работы. И, естественно, ну, знают мой номер телефона и мою фамилию, имя, отчество, ну, что вот я Ефимова Ирина, что вот у меня такой-то телефон. Как бы, ну, мне это нужно, да, Да. И чтобы себя обезопасить, вам необходимо свой мобильный банк установить на другой номер телефона, который не публичный, то есть у которого нет, допустим, у большого количества контактных лиц. То есть завести второй? Конечно. Завести, ну, сим-карту, которую абсолютно, ну, может быть, знают ваши родственники, возможно, близкие друзья. Да. То есть рабочий номер телефона его используют только вот для публичных контактов и именно по работе. Также рекомендуем и с email-адресами, то есть с адресами электронных почт, потому что ведь госуслуги, вот Мининновации не даст соврать, да, что госуслуги у нас привязываются к электронной почте. Ведь мы же все свои заявления, которые мы там оставляем, и телефон еще, да. Поэтому вот эти данные, номер телефона, электронную почту, другую, конечно. Да? И вообще, как бы, как финансовый консультант, вообще рекомендую для финансовых инструментов одна электронная почта, для медицинских услуг другая электронная почта, для госуслуг абсолютно другая электронная почта, которая известна только вам. И пароли разные. И пароли разные. И пароли, которые подбираются там не по дате рождения. Не там, по дате, не по именам детей, жен, мужей, там, племянников. И ни в коем случае не храните их в телефоне. Я сейчас, можно как психолог скажу, вы меня простите, пожалуйста, вот это вот сейчас уровень тревоги у всех подскочит выше крыши. Потому что, с одной стороны, конечно, это все, а с другой, ну, это понятно, это вопрос безопасности. То спасибо Сбербанку за вашу попытку помочь это сделать без вот этих дополнительных решений. Ну просто, вот представьте себе ситуацию. У меня там 3 электронных почты, у меня 3 телефона, у меня 4 сим-карты, у меня 8, которых надо менять, а мне, простите, 65. Ну вот, мы просто огрубим. Я сейчас вам абсолютно дам самый практичный совет. Бумага стерпит все. И то, что у нас находится на бумажных носителях, то, что у нас находится... Это вот я сейчас работаю в библиотеке, и я нахожу в картотеке формуляры читателей, которые приходили к нам в 2013 году. И видите, они никуда не деваются. И эти данные сохраняются. И если вы запишете, заведете блокнот специально для своих вот паролей, электронных почт, каких-то номеров и так далее, даже, ну вот, стандарт телефонной книжки, которые у нас тогда, если я вдруг потеряю этот блокнот, то просто старайтесь его не выносить из дома. Главное, чтобы потом знаете, где бумажку чтобы никто у вас случайно его тоже не нашел, не увидел. Его нужно хранить с документами, с основными документами. Потому что у нас есть еще и статистика, знаете, вот я-то озвучила статистику только по дистанционным мошенничествам, но туда еще подпадают кражи с банковских карт. Кражи с банковских карт. Допустим, все мы знаем, да, вот если мы потеряем карту, в принципе, до 1000, до 1500 рублей сейчас можно приобрести что-либо в магазине без введения пин-кода. И таких краж тоже очень много. И бывает так, что люди теряют, хранят вот эти вот свои пин-коды, да, особенно бабушки, да. Кстати, насчет бабушек.
По данным нашего управления уголовного розыска, наиболее подвержены к дистанционным мошенникам-то отнюдь не бабушки. Да. Это Нет. вот мы стоим, Да. потенциальные Именно так. потерпевшие. Это люди в возрасте от 30 до 49 это те, кто лет. активно пользуются вот Да, всеми да, да, мы средствами, кредитоспособные, мы телефонами. получаем заработную У плату. нас есть соцсети. Коллеги, Да, вот да. Банк России проводил опрос, в принципе, довольно показательного, да, и действительно, средний статистический портрет жертвы – это мужчина в возрасте от 35 до, по разным данным, 45-50 лет, который работает, имеет постоянный заработок, активно пользуется соцсетями и живет в городе. Вот, это вот типичный портрет. Понятно, что туда входят и женщины, но, как правило, в общем, это мужчины. Так Да, что, если социальный статус, Да. смотрите, свыше 50% это служащие по найму. Это вот мы с вами. да, и вот я уже коллегам говорил в кулуарах о том, что сейчас у нас подошла к концу, вернее, заканчивается воплощаться в жизнь стратегия, которая была утверждена на уровне Банка России и Министерства финансов по финансовой грамотности, да, и сейчас разрабатывается новая стратегия, но она уже принципиально другая. Мы сейчас, в принципе, можем руку положа сказать, что наши усилия совместные и с правоохранительными органами, и с кредитными организациями все-таки приносят свои плоды. Наш народ уже знает об этом. Вот население правда знает, потому что мы об этом используем различные источники, и радио, и телевидение, и газеты. Вот. Но сейчас задача наша стоит уже переходить в несколько иную плоскость. Мы должны уже, потому что финансовые знания – это такой инструмент очень интересный, да, потому что его можно использовать как во благо, так и во вред. Потому что финансовый мошенник тоже финансово грамотный. Ну, тут меня очень порадовал ответ Сбербанка, да, о том, что вот они у себя в приложении что-то вводят Да. специальные Оно какие-то есть, она функции. рабочая, да, штука. Да, я Вот, вот а другие банки? добавлю от Банка России, потому что мы как бы исполнитель этой стратегии, наиболее заинтересованное лицо как регулятор. Вот. А коллеги наши, безусловно, тоже прониклись этой проблемой, потому что она уже действительно выходит, да, ну, из-под контроля пока не выходит, но границы всякие переходят. Вот. И Банк России тоже не стоит на месте. У нас есть очень много ресурсов. Вот то, о чем мы говорили, правила поведения, чтобы избежать встречи с мошенником или вообще избежать потери денег, это на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. Есть определенный раздел, там вы можете посмотреть все. Мы с прошлого года, да, активно проводим, знаете, какую? Очную профилактику. Потому что, наверное, только МВД занимается профилактикой в той мере, ну, по крайней мере, у нас в республике, да, и до уровня нашей профилактики еще никто не дотягивает. Мы профилактируем через СМИ, через соцсети, да, получается, и мы ходим по домам. Мы ходим в трудовые коллективы, и у нас вот в конце 2022 года и вот в начале 2023 года, да, проводилось 6 рейдов, когда мы ходили по квартирам. Я скажу в защиту Министерства инноваций, в поддержку Банка России, скажу единственную вещь, что благодаря тем усилиям, которые приложил регулятор в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения, да, в нашей стране и в республике в том числе, как раз вот и банки и начали эту работу по повышению уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности. И это то, что мы сейчас имеем в своих приложениях, это как раз вот благодаря тому, что разработаны специальные инструменты защиты, разработаны специальные методики защиты, опять же. А методика как раз разрабатывается вот Министерством инноваций. И получается, тогда, когда мы говорим о мобильных операторах, когда мобильные операторы включили уже в бесплатные услуги защиту от спам-звонков. Ведь раньше, да, раньше же это была платная услуга, а сейчас это все бесплатно, потому что как раз вот эти два таких вот, не знаю, как это сказать, два государственных органа, да, которые именно работают в этом направлении. Они дают задания, а вот финансовые институты... Ну вот про вот новые какие-то способы мне хотелось услышать. Потому что, прежде всего, если пострадал твой клиент,
то он будет связывать вот этот негатив этой ситуации непосредственно с банком, там, с компанией-провайдером. И банки, и компании сами заинтересованы. Регулятор, да, это все да. Но банки, мы сами заинтересованы в том, чтобы клиент у нас был, он был в безопасности, себя чувствовал и, в общем, зарабатывал и приумножал свои средства, а не терял ни в коем случае. Ну что ж, продолжим этот разговор после рекламы. Вернемся в студию через пару минут. Не переключайтесь. Это Якутия Лайф. Мы продолжаем обсуждать дистанционное мошенничество и заговорили как раз о мерах противодействия. Да, по-моему, есть что сказать. Меры вот со стороны регулятора, я скажу за Банк России. Значит, 3 основных меры, которые уже действуют, и 2, которые планируется вот провести на уровне законодательства. Ну, сначала о тех, которые действуют. Это первое, это, во-первых, информационный обмен. У нас есть автоматизированная система. Она так очень витиевато называется. Это случаи попытки перевода денежных средств без согласия клиента. Да? Вот. И все вот эти случаи и субъекты, которые пробуют это делать, они заносятся вот в АЭС Финцерт. Да? И сейчас правоохранительные органы имеют возможность в режиме онлайн, да, получать эту информацию. И это мы полагаем, что поможет им в расследовании вот таких вот мошеннических преступлений. Да. Второе – это самоограничение операций, онлайн-операций именно клиентам. То есть сейчас и кредитные организации в этом с нами согласились, и это тоже в их интересах. То есть клиент, вот это, кстати, к вопросу, то, что у нас уже возникал, клиент может прийти и ограничить, установить лимит определенный на свою карточку. И в случае ее утери или еще чего-то, да, там можно ежедневный лимит установить, ежемесячный, да, в том размере, который ему удобен. Но мошенник в случае завладевания данными карты, либо ее физической утери, он не сможет причинить вот такой большой ущерб гражданину. И третье, да, третье, получается, это возможность, правда, это сейчас в качестве рекомендаций пока только для кредитных организаций, но это возможность отключения от банковского дистанционного обслуживания вот таких вот субъектов, которые попали в список тех лиц, которые пытались каким-то образом перевести деньги без согласия клиента. Но я так понимаю, что вот одно дело, если у меня похитили там с карты деньги, завладев, я написала заявление и так далее, а вот если мне позвонили, я вот как под гипнозом, набрала кредитов. А вот можно я вот скажу, да, вот у нас есть такой инструмент, это невозможно сделать перевод. Ну, я сейчас, может быть, даже больше говорю про пожилую часть нашего населения. Невозможно будет сделать перевод, если вы подключаете этот сервис без вашего одобрения, ну, условно говоря, вашим там мамой, папой, ну и так далее. То есть вы делаете запрос на счет этому клиенту, то есть вашей маме, да, она подтверждает, вы можете, в принципе, даже находиться рядом, и больше никаких переводов без вашего акцепта, вашего согласования в программе не уйдет вот от ваших родителей, ну, вот условно говоря. Вот, но это так, это и работает. Ну, это как элемент тоже поможет. Да, и вдогонку я бы еще сказала, что вот как раз здесь введение семейного бюджета и согласование расходов и согласование вот этих основных статей введения семейного бюджета, да, оно как раз очень важно. Тогда, когда мы согласованно производим все действия, любые причем действия, особенно крупные покупки, да, со своими близкими, со своей семьей, тогда не будет возникать вот таких ситуаций. Потому что ведь наши родители иногда, когда попадают в такие ситуации, они очень редко с нами советуются, правильно? Они сами принимают решения, они сами это все как бы сначала производят эти действия, а потом уже мы как бы как дети уже несем ответственность. Нет, я к тому, что вот тут есть состав преступления? То есть, если я добровольно сама, ну, получается, взяла кредит, оформила, сказала вот эти пины, и потом же мне все равно придется банку кредит выплачивать, я правильно понимаю? Нет, конечно, если вам позвонили, да, и вы попали под какую-то уловку, под воздействие, набрали кредитов, а потом вдруг осознали, что вас обманули, и вы направили на какие-то неизвестные преступные, так скажем, счета,
вы, конечно же, обращаетесь в органы полиции, возбуждается уголовное дело по мошенничеству. Но, тем не менее, кредит продолжает выплачивать пострадавший, правильно? Да, да. Ну вот сейчас новшество, о котором я говорил в начале этого блока, то, что вот сейчас поступило на рассмотрение в Госдуму, эти поправки в законодательство. Первое – это период охлаждения, потому что мы все понимаем, что человек, он не сразу осознает, что его обманули. То есть, как правило, он вот либо там, когда уже все, операция совершена, деньги ушли, либо переспит с этим и на следующий день понимает, что все. Как минимум это 2 дня, да, по наблюдениям в среднем. Месяцами переводит. Я понимаю, но вот как только человек понимает, да, и вот сейчас такая, если закон такой выйдет, то кредитные организации смогут в случае наличия подозрений, что операция вот эта проводится без согласия клиента, да, и даже не без согласия, а даже по согласию и под давлением, то операция не будет проводиться в течение 2 дней. В таком случае гражданин сможет обратиться, то есть у него деньги не уйдут в течение 2 дней. Ну, и пока это вот только на рассмотрение. И второе, вот самое интересное, потому что вот всех интересует, вот как можно вернуть деньги. Ну, и человек действительно все добровольно, все подписал, тем более, в основном, отдал. я так понимаю, речь о кредитных средствах идет. Ну, там не только кредиты, и списания, переводы. Вот. И сейчас тоже на рассмотрении вот, законодательная такая инициатива. Это, значит, кредитные организации должны будут уже в обязательном порядке вот, заходить в эту автоматизированную систему Финцерт, смотреть вот на этот вот большой список, который формируется регулятором и правоохранительными органами, да, и если вдруг платеж попадает, вот, и там засвечивается вот этот субъект, который находится в этом списке, и банк все равно проводит платеж. Все. А человек потом пришел, ну, безусловно, он должен доказать, сказать, что это вот не я, я не переводил, и банк обязан будет возместить, если он пренебрег, скажем так, вот предупредительными сигналами регулятора о том, что вот это сомнительный товарищ. Но мне кажется, что, по крайней мере, банки должны как-то проценты заморозить по этим кредитам. Не рассматривали вот такой вариант? Не рассматривался? Это происходит по решению суда. По решению суда, да? То есть... Вы знаете, под нашими постами, вот этими предупредительными, я часто читаю такие комментарии. Ну, делов-то, ну, подайте в суд, да, признайте себя банкротом. Но банкротство тоже же влечет за собой последствия, особенно когда речь идет о молодом человеке или, ну, молодой семьи, допустим. И часто люди не видят серьезность последствий банкротства. И ну, вот, когда говорят о таких комментариях, тоже вот, пишут такие комментарии, что обратитесь в суд. На самом деле, когда в данный момент защитить свои средства может только предупредив это, то есть прервав звонок и все, не передавать свои данные и так далее. А если уже это все происходит, к сожалению, люди теряют свои деньги и вынуждены и платить кредиты и так далее. И поэтому вот все, что мы сейчас с вами тут говорим только на то, чтобы именно научить людей не отвечать на звонки, научиться фиксировать, не перезванивать на незнакомые номера, не переходить по ссылкам, в мессенджерах исключить нахождение в группах, которые абсолютно не нужны, то есть соблюдать ту необходимую цифровую гигиену, о которой мы вот в принципе говорим, потому что это все вот идет к этому. Не комментировать в каких-то пабликах там какие-то новости, там, и еще что-то. Не вызывать к себе внимание таких мошенников, дистанционных мошенников. А вот если действительно мне звонят из банка, вот как мне понять? Или мне лучше вообще трубку бросать сразу? Перезванивать, вот, не буду я перезванивать по номеру карты. И из банка никто не будет звонить. Да? Никто не будет звонить. Если к вам позвонил какой-то человек незнакомый и завел разговор о деньгах или о чем-то связанном с деньгами, о кредитной карте, о счете каком-то. Вот. Все, можете сразу. 99,9%. Нет, звонят же из банка. Из банка действительно могут позвонить, да, это случается редко, но только для того, чтобы пригласить в офис. Да. В офис, все. И они спрашивают, например, по кредитному продукту, который предлагают кредитный продукт, предлагают оформить карту или еще что-то. И еще один момент, да, когда мы
прекращаем свои действия с финансовой организацией, когда мы не хотим, чтобы наши персональные данные куда-либо передавались и так далее. Например, выплатили кредит или закрыли карту там, в Сбербанке, в Алмаз-Регион, неважно. Вы напишите заявление об отзыве своих персональных данных, что я запрещаю финансовой организации использовать свои персональные данные дальше. Бывает так, Для что финансовая обзвона. организация эти данные утекают каким-то образом? Недобросовестные сотрудники недобросовестные там продают эти... То везде, это везде частные наблюдается случаи, человеческий фактор, естественно. Ну, иначе как сказать, каким-то образом же оказываются персональные данные у преступников. Но опять же, я тут повторюсь, это речь может идти не только о банках. На самом деле вот этих вот данных, да, очень много. Они не только у банков. Нет, но они у сотовых операторов Да, прежде всего. Вот мы как раз говорили о том, что вот где оставляем цифровые следы. Это Wi-Fi, VPN и переходы по ссылкам и так тут далее. какой-то То нужен здесь... баланс между безалаберностью и паранойей, да? О чем Алена говорила. Можно я добавлю как раз? Вот слушаю, абсолютно с вами согласна, потому что отдавать это только на откуп государственным органам и абсолютно к этому попустительски относиться, но я думаю, что это бездумно. Но и в то же время, конечно, там, ну уж простите меня, Рит, заводить тетрадки, ну как-то вот мне надо подумать мне, почему так мне не нравится эта идея, да? Но на самом деле, смотрите еще, какой важный очень момент. Важный момент в том, что действительно крайне необходимо именно финансовую грамотность повышать. И именно решать вопрос цифровой гигиеной. Ведь мы же живем в телефонах, ну что уж там говорить. Дети, там все живут абсолютно. И совершенно ничего нет удивительного, что мы мало того, что выкладываем туда все абсолютно, чего надо и чего не надо, да, и делимся всем, чем надо, чем не надо. Но меня, например, как психолога сильно беспокоит история про то, что слушайте, мы теряем контакты вообще. Ну что ж, на этой ноте, наверное, мы уже закончим. У нас время программы подошло к концу. Спасибо вам всем большое. А зрителям нашим, надеюсь, что было полезно. Желаю не попадаться на удочку мошенников, еще раз не брать незнакомые номера, не передавать никому данные. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.